Сегодня День трезвости в России. Это всероссийский праздник. День трезвости мы должны превратить в месячник трезвости, а затем и в год трезвости. Вот 2019 год мы предлагаем объявить годом трезвости. В нашем университете проводится очень большая работа по формированию трезвого здорового образа жизни. С 2009 года мы проводим угловские чтения в нашем университете, в этом зале для студентов первых курсов. Сегодня в наш университет поступило более 5000 студентов. Поэтому этот зал не вмещает столько человек. И пришли студенты из 9 подразделений, причем делегированные студенты. Ваша задача после всего этого рассказать своим одногруппникам о том, что вы видели и слышали сегодня. Итак, мы закончим в течение часа. Никто не должен уходить. Далее, я хочу сказать, что мы вначале посмотрим видеоролики, потом слайды, и все будет очень интересно. А сейчас я хочу представить соратника, коллегу, с которым мы проводим угловские чтения. Это Башарина Зоя Константиновна, доктор филологических наук, профессор, председатель наставников, преподавателей нашего университета, вице-президент Лиги «Ученые женщины Якутии», академик Академии трезвости. Итак, сегодня я вам покажу сейчас на первом видеоролике величайшего человека, гуманиста мира, пламенного патриота России, хирурга с мировым именем, который в 100 лет делал операции. Он никогда не курил, не пил. Представляете, до 100 лет он умер на 104-м году жизни. Я его лично знал. Он пригласил меня на свой 100-летний юбилей 5 октября 2004 года, который проходил в Санкт-Петербурге в Таврическом дворце. И вот я там выступал от имени Якутского государственного университета, от всех преподавателей, студентов, всех врачей Якутии, трезвенческих организаций Якутии, России и СНГ. Поздравил его со 100-летним юбилеем в Таврическом дворце, там, где выступали цари, президенты и так далее. Мне, выпускнику 1965 года университета, посчастливилось выступить там и прочитать стихотворение «Мой русский язык» в Таврическом дворце, которое очень понравилось Углову и всем присутствующим. Пожалуйста, видеоролик. Рака пищевода и желудка. Уникальная операция на сердце. 34 года назад одним из самых первых в мире он пересадил искусственный клапан больному с тяжелым пороком сердца. Это один из немногих хирургов, которому коллеги и русские, и зарубежные аплодировали прямо в операционной. В день своего 90-летия Федор Григорьевич Углов был внесен в книгу рекордов Гиннесса как единственный в мире самый долго оперирующий хирург. Та операция, которую мы снимали, закончилась тем, что успешно удалили опухоль весом в 3,5 килограмма. Я напомню, что эту операцию проводил хирург, которому исполнилось 98 лет. 98 лет. И, конечно, этого невероятного человека я хочу сегодня пригласить в нашу студию. Встречайте, у нас в гостях легенда мировой медицины, академик Федор Углов. Садитесь.
оперируете без очков, что у вас не дрожат руки. И Федор Григорьевич. Ничего в этом удивительного нет. Я не всю жизнь не пил, не курил, не выпил ни одной рюмки водки и не выкурил ни одной папиросы. Федор Григорьевич, невероятное долголетие. И человеческое, и профессиональное. Это просто удивительно. Вот говорят, что есть 3 порока, сокращающих жизнь людям. Это курение, алкоголь и женщины. Как вы? Непорочны? Нет. Я, значит, не пил никогда, не курил. И вел нормальный образ жизни. Вот, скажем, любовь. Это очень важная вещь. А без нее жизнь не только неинтересна, но и вообще неполноценна. Но если этой любовью злоупотреблять, то ты сократишь свою жизнь. Итак, вы прослушали и увидели самого Углова. Теперь я должен сказать, что Углов был патриотом России. Вот. И поэтому у нас в университете, по моей инициативе, с 2006 года я ввел в учебный процесс знания гимна России и Республики Саха-Якутия. Все вот такие мероприятия, когда собираются студенты и вообще проводятся всякие международные конференции, международные, всероссийские и так далее, мы в этом зале начинаем со словами государственного гимна, причем в стихотворной форме. Сейчас, пожалуйста, подойдите, ко мне подошли волонтеры, студенты 2-го курса, медики, так? И вот мы сейчас прочтем гимн России. Так. Прошу встать. Россия, священная наша держава, Россия, любимая наша страна, могучая воля, великая слава, твое достояние на все времена. Славься, Отечество наше свободное, праздник народов союз вековой, предками данная, мудрость народная, славная страна, мы гордимся тобой. От южных морей до полярного края раскинулись наши леса и поля. Одна ты на свете, одна ты такая, хранимая Богом родная земля. Славься, Отечество наше свободное, праздник народов союз вековой, предками данная, мудрость народная, славься страна, мы гордимся тобой. Широкие просторные мечты для жизни, грядущие нам открывают года, нам силу дает наша верность отчизне. Так было, так есть и так будет всегда. Славься, Отечество наше свободное, праздник народов союз вековой, предками данная, мудрость народная, славься страна, мы гордимся тобой. Будьте дисциплинированы, активны, неутомимы в действии, чтобы стать творцами своей достойной жизни и процветания нашей исконной, многонациональной, великой Родины России, как академик Федор Григорьевич Углов. Итак, вы познакомились с Федором Григорьевичем Угловым. Я вам должен сказать, что он был почетным президентом Международной академии трезвости и председателем Союза борьбы за народную трезвость почти 40 лет до самой своей смерти. И он написал очень много книг, интересных по формированию трезвого здорового образа жизни. Все они имеются в интернете, обязательно прочитайте. Они очень написаны хорошо, доступным языком. Так, теперь я хочу сказать, что
алкоголь – это самый страшный яд из всех ядов. Почему? Потому что к нему быстро наступает привыкание. Причем алкоголь, некоторые люди думают, что это водка, там, спирт и так далее. Оказывается, алкоголь – это и пиво, и шампанское, и коньяк, и ром, и виски, и брага, и так далее, и так далее. Поэтому все они одинаково вредно воздействуют на организм человека. Даже глоток пива или водки, или шампанского, так, уже что? Приводит к изменениям в сосудах. Ученые, американцы, в 1961 году изобрели длиннофокусный микроскоп и решили посмотреть роговицу глаза, капилляры. И там увидели, что, оказывается, свободно там циркулируют эритроциты, лейкоциты, так. И вот один из экспериментаторов говорит: давайте я возьму глоток алкоголя, так, во рту буду держать, а вы посмотрите. И что вы думаете? Сразу же началось склеивание клеток в виде тромбов, пробочек, которые закупорены вот эти вот капилляры и мелкие сосуды. Значит, эти исследователи смотрели, один день они не рассасываются, второй день не рассасываются, неделю смотрели, не рассасываются, месяц смотрели, не рассасываются. Видите? У человека очень много капилляров, миллионы, миллиарды, так, поэтому это не чувствуется. Так? Вот. И очень крепкие традиции и обычаи пить по всякому поводу эти алкогольные изделия, там, рождение ребенка, юбилеи, праздники и так далее, окончание школы, вузов и прочее. И, значит, 95% нашей страны культурно употребляют алкогольные изделия. А это, как говорил Углов, самый опасный вид употребления алкогольных изделий. Поэтому с сегодняшнего дня вы должны полностью отказаться от употребления алкогольных изделий на гробовой доске, и других наркотиков, и табакокурения. Так? А сейчас еще придумывают всевозможные спайсы, земляничку, например. Сейчас вот раздают землянику детям, школа бесплатно. Это страшный яд. Недавно поступила вот ко мне вот такая информация. Понимаете? Поэтому вы должны быть насторожны. Сейчас идет информационная война. И ее оружие является как раз наркотики. В нашей стране очень много иностранных фирм, которые производят алкогольные изделия и выпускают под русским названием. Понимаете? Вот. И очень много продают табака разного, так, разные иностранные фирмы. Поэтому вы будьте насторожны. Так. Далее, вот то, что это яд, можно привести такими примерами. Значит, оказывается, природа это все предусмотрела, так, и запрограммировала все живые существа, чтобы живые существа не принимали яд. Углов написал книгу «Ламифузы». Ламифузы – это маленькие жучки типа журавлев. И эти ламифузы размножаются в муравейниках. Значит, входят в этот муравейник, откладывают свои яйца. Это, конечно, муравьям не нравится. И муравьи хотят выгнать этого агрессора, так? Но что делает ламифуза? Она падает на спинку и подставляет лапки. А на лапках вырабатывается как раз наркотическая жидкость вроде алкоголя. И эти муравьи начинают лизать эту жидкость, пьянеют, и, как люди все пьянеют, валяются, так, не работают. А муравьи же страшно много работают, так? Вообще, все живые существа должны трудиться, особенно человек, так? Кто не работает, тот не ест, как говорится. И все, они умирают.
И из этих яичек улупляются ламикузята, которые пожирают яйца муравьев. И через некоторое время муравейник полностью разрушается. Эти ламикузы убивают всех этих детенышей и так далее, и алкоголем родителей. И они переходят в другой муравейник. И Углов говорит так: а в человеческом обществе очень много ламикуз. Одни ламикузы производят алкоголь, другие продают, третьи по радио, телевидению, в газетах рекламируют и получают огромные барыши. Понимаете, страшные барыши. Это возникла так называемая алкогольная мафия. И она влияет на весь мир. Очень сильная мафия. Она в любой стране имеется. Так? Поэтому вы об этом должны знать. И сегодня сами не пейте, да? И в своих домах, в семьях объявите сухой закон. Понимаете? И тогда мы победим это. Почему? Потому что Лев Толстой говорил так: если человек услышит правдивую информацию об алкогольных изделиях, так, если он увидит своими глазами, какие изменения происходят во внутренних органах, вот, он полностью откажется. И не надо никаких вводить сухих законов и так далее. Будут океаны алкоголя, и никто покупать не будет. Поэтому этот весь алкоголь переведут в технический. Вот я почему так говорю, потому что наша республика сейчас лидирует по формированию трезвого здорового образа жизни. Представляете? 185 поселений добровольно полностью отказались от розничной торговли алкоголем. А теперь вот Жиганский район УГУС полностью провел референдум и полностью отказался от торговли. Это первый случай. Нигде в мире такого нет. А почему, спрашивается, почему так не произошло? Потому что мы, сомневологи, проводим очень большую работу. Вот в нашем университете мои соратники, а их более 30 человек, я их рекомендовал Международной академии трезвости, и они получили звание доцентов, профессоров, академиков. Вот среди нас присутствует как раз академик Матвей Иванович Лыткин. Покажитесь, пожалуйста. Он был начальником управления по алкогольному лицензированию. И благодаря тому, что вот 5 лет это управление было, вот таких достижений мы достигли. И весь мир вот смотрит на нас с надеждой, что вот существует такая республика, где вот проводится очень большая работа. Поэтому это на нас всех накладывает большую ответственность. Вот представьте себе, Октябрьскую социалистическую революцию провели 17 человек под руководством Ленина. Понимаете? Ленин и они, все 17 человек, читали лекции. И в результате вот эта социалистическая Октябрьская революция произошла в нашей стране. Благодаря этому мы вот сидим в этом университете. Хотя многим не нравится это дело. Так, на самом деле, это огромное достижение было. Так? Поэтому, а вас тут сколько сидит? 713 человек. Если вы поделитесь вот этими впечатлениями со своими родными и близкими, геометрическая прогрессия пойдет, и мы за несколько лет оздоровим нашу республику, как это сделал в свое время Челышев в Самаре. Он был депутатом Императорской думы, так, и мэром.
Самары, и он за 5 лет он произнес 100 речей в этой Госдуме, да, и в результате ввели сухой закон. Видите, он очень такой большой был патриот и борец за трезвость. Возьмем с него пример. Далее, о том, что это яд сильный, еще один пример интересный. Вот взяли, провели ученый эксперимент. Взяли 10 одномесячных поросят от разных свиноматок, поместили их в замкнутое пространство, посмотреть, как они себя будут вести. И вот они стали драться. Несколько дней дрались, пока один поросенок всех не победил. Когда он всех победил, он стал у них президентом, там, царем, королем и так далее. Так? Короче говоря, сразу наступила дисциплина. И он, значит, пробовал пищу и давал по ранжиру всем покушать и так далее. Один из экспериментаторов случайно налил пиво в корыто. Этот поросенок подошел, понюхал и стал кушать. Все прибежали, стали кушать. Все опьянели, несколько дней стоял хаос. Никто никого не слушал, они все дрались. Через некоторое время они протрезвели, и этот поросенок взял бразды правления в свои руки. И, значит, тогда экспериментаторы решили продолжить эксперимент, уже сознательно. Взяли, налили, поросенок подошел, не стал кушать, а прокинул. Представляете? Они думали случайно, второй раз подошли, он опять опрокинул это корыто и никому не дал кушать. Паспорт подходите, все. Видите, уже где-то у этого поросенка его никто не учил. Лекции им никто не читал, как я. Вот как вы, и Зоя Константиновна. Они сами, видите, уже у них где-то пришли, понимаете? Вот. Поэтому я не думаю, что хуже поросят вот эти. Поняли, наверное, о чем речь идет? Так, теперь прошу включить вот слайды, посмотрим слайды. Давай. Алеша, вот. Перед вами ученые, российские ученые, которые внесли большой вклад в изучение вреда алкоголя. Вот Чечин, отец русской физиологии, он написал докторскую диссертацию о вреде алкоголя и обнаружил, что поражается нервная система, и алкоголь отнимает воду и кислород у клеток, прежде всего нервная система, а потом и другим органам. Поэтому наступает гипоксия очень сильная. Дальше. Корсаков, профессор, Корсаков, наверху. Так. Психиатр. Так, Алеша, назад. И он описал форму психоза, когда у человека пропадает память. И он забывает, как, когда ему есть, пить, одеваться, отведете в туалет, смотри сюда, смотри. Так, вот может в туалете стоять сегодня. Мало этого, наступает параличи рук, ног. Так, куда его везут? В психиатрическую больницу, там он умирает, куда его везут в морг. Мы патологоанатомы вскрываем черепную коробку, и что вы думаете? В резко выраженных случаях головной мозг уменьшается до размеров кулака. Вот причина того, что у человека пропадает память. Видите? И наступают параличи. Вот перед вами Федор Григорьевич Углов. Дальше. Вот я вот в Таврическом дворце стою вместе с Угловым. Видите, да? Дальше. Академик Павлов, лауреат Нобелевской премии. Вот произвел очень много экспериментов на обезьянах, собаках и на самом себе и говорит, что алкоголь в любой дозе очень вреден. Ни о каком культурном употреблении не должно быть речи. Дальше. Вот профессор Веденский. Видите, дальше. Углов. Дальше. Вот Углов, он 3 года жил в блокадном Ленинграде и днем и ночью делал операции.
операцию ему спас тысячи всех раненых бойцов и офицеров. Дальше, видите, он имеет награды. Так, Углов всю жизнь занимался спортом, да, и делал зарядку, да, и физическим трудом. Дальше. Вот он закаливался. И вот эта фотография сделана была в день его столетия. Он напивается там, видите, всего. Так, Углов любил еженедельно париться. Значит, закаливался. Дальше. Тут речь читал без очков. Дальше. Видите, работал как? Дальше. Вот благодаря его усилиям сотни тысяч людей отвратились от пагубной привычки. 3 миллиона людей отказали. Потому что внимательно слушали. Так, дальше. Вот посмотрите книги Углова. Вот это очень интересные книги прочитать, очень легко читаются, так, поучительные. Дальше. Вот сертификат рекорд Гиннесса. Видите, 100 лет он. Желаю вам творческого долголетия. 100 лет. Видите, да? Дальше. Вот жизненные принципы Федора Григорьевича Углова. Вот прежде всего, люби Родину, будь патриотом. Видите, люби работу, умей владеть собой. И четвертое, никогда не травись ни алкоголем, ни табаком, иначе бесполезны будут все остальные рекомендации. Вот почему надо гимн знать каждому человеку. А оказывается, мало кто знает. Да? Вот. И гимн Республики Саха-Якутия. Дальше. Вот мы на могиле академика Углова Зои Константиновны в этой Невской лавре. Дальше. Вот будьте патриотами Родины и помните, что только трезвая Россия станет великой, говорил. Вот это вот сфотографируйте, так это определение, выучите, и с завтрашнего дня все делайте зарядку. Это вот самое хорошее определение. Поняли, да? Почему надо делать зарядку? Быстро, быстро. И по WhatsApp всем разошлись. Фотографировали, нет? Ну давайте побыстрее, побыстрее. Вопросы потом. Дальше. Потом вопросы. Вот эту вот трезвость я сформулировал впервые за всю историю человечества, так? Проанализировав работы физиологов, невропатологов, психиатров 19, 20, 21 веков, как врач-патолога-анатом сформулировал закон трезвости, тоже сфотографируйте, который никому нельзя нарушать. Трезвость – это полная свобода человека от алкогольной, табачной, наркотической запрограммированности и фактических отравлений. Ясное, четкое отражение головным мозгом окружающей действительности, естественное, творческое, единственное разумное состояние человека, семьи и общества. Нарушение закона ведет к вырождению и гибели как отдельного человека и его потомства, так и всего человечества. Вот этот закон спасет все человечество. И это приоритет нашего медицинского института и нашего университета. Благодаря тому, что я сформулировал этот закон, вот в нашей республике произошли вот такие большие изменения в сознании людей. Когда 185 поселений отказались от розничной торговли и целый район. Дальше. Дальше. Вот это мои материалы. Вот посмотрите, головной мозг в норме, а вот у пьющего человека, видите, мягкая мозговая оболочка утолщена, извилины уплощены, и под микроскопом сотни, тысячи, десятки тысяч мертвых клеток. Дальше. Вот это вот, видите, сердце нормальное, а это сердце у человека, который выпивает, особенно пиво. И это сердце может увеличиться до размеров, значит, в 10 раз больше может быть сердце. Дряблое, такое, увеличенное. И такое сердце впервые описали немецкие ученые, а Германия это родина пива. И сердце еще алкогольное, это пиво действует на
головной мозг. Появляются психозы, бред, всевозможные галлюцинации, да. И вот это свойство использовал Гитлер. Фашизм зарождался в пивных барах. Туда приходили молодые люди от 15 или старше лет и разговаривали на тему, что Гитлер самый великий вождь всех народов, всех времен, и что на земле должны жить только немцы. Остальные народы надо убивать, превращать в рабов. Эта теория называется фашизмом. Вот они выходили на улицу, орали, кричали: «Сядьте!» Ага. Дальше идем. Так, погоди, еще. Так, вот печень, посмотрите, печень какая. Нормальная, а вот когда выпивают люди, да особенно шампанское, сухие вина, печень перерождается в жировку, увеличивается в размерах, становится дряблой, при малейшей травме разрывается, и человек может умереть от разрыва. Дальше. Почки то же самое, видите? Дальше. И когда цирроз почек наступает, человек умирает от отравления мочой, и головной пахнет мозг мочой и все внутренние органы. Дальше. Вот сосуды поражаются, видите? Дальше. Пьющие умирают. Вот это вот сердечные сосуды, видите, как они суживаются? И соли, и кальция потом откладываются, они становятся очень такими плотными, не разрезаются ножом и ножницами почти. Так, дальше. Вот это вот головной мозг юноши 23 лет, который 3 раза попадал в медучреждение, умер от разрыва сосудов головного мозга. Видите? Смертельное кровотечение. Дальше. Вот. На почве опьянения отморозил мозг. Дальше. Руки. Стал инвалидом, отрезали ему руки. Дальше. Видите как? Дальше. Вот это вот 17-летний, юноша тоже так, первый раз выпил водки немного, так, и захлебнулся в животных маслах. Это студент. Поэтому не обмывайте, ничего не делайте. Все, дальше. Вот видите, все вот эти пьяницы, алкоголики подвержены тому, что у них беспорядочные половые связи, в результате они заражаются сифилисом, гонореей, СПИДом и так далее. Дальше. Этот человек курил и пил, и умер от рака легких и желудков. Дальше. Вот это вообще уникальный слайд. Единственный в мире, я его скрывал как раз, так? Это труп алкоголика, который закончил жизнь в психиатрической больнице. 20 лет он там лежал. Потом, видите, в конце концов ему отрезали все ноги, внутренние органы все уменьшены, склерозированы, сосуды тоже. Видите? Ну кто хочет вот так? Такой конец. Кому это нужно? Будете пить? Нет, поднимите руки. Кто будет пить? Вы видите? Нет, это очень хорошо. Дальше. Вот. Дети, употребляющие алкоголь, родители и курящие. Видите? Дальше. Вот основные причины неполноценных детей: алкоголь, табакокурение, наследственно. Дальше. Вот видите, половые клетки человека нормальные, вот там, слева, да? И если человек выпьет бокал шампанского, рюмку водки и бутылку пива, через 15 минут такие изменения. Дальше. В результате этого рождаются такие дети. Оказывается, в год вот таких детей рождается более 200 тысяч в России. Можете себе представить? Об этом же не говорят. Дальше. Вот это экспонат моего музея. Видите? Уродство, несовместимое с жизнью. Отсутствие головного мозга. Дальше. Вот видите, то же самое. Дальше. Вот. Кажется, что голова очень большая, на самом деле вместо мозга пузырь, заполненный водой. Дальше. Видите, какое уродство? Дальше.
Дальше. Дальше. Дальше. Так. Вот, посмотри. Запомни. Видите, это потом рассказывайте это. Так. А теперь я хочу предоставить слово Зое Константиновне. Уважаемые студенты, мы с 2009 года участвуем в российском проекте и проводим в нашем университете угловские чтения. Цель этого проекта – показать, какие неограниченные возможности у человека, который никогда не пил, не курил, не употреблял наркотических средств на основе жизни и деятельности академика Федора Григорьевича Углова. Федор Григорьевич Углов родился на Лене, в Подайко. Он наш земляк. И он окончил Иркутский медицинский институт, после чего всю жизнь работал в Санкт-Петербурге. В 2015 году мы выиграли грант-субсидию правительства Республики Саха-Якутия и проводили угловские чтения не только в улусах нашей республики, но и в городах Санкт-Петербурге, Москве, в Сочи. Мы очень рады, что ежегодно в День трезвости наши студенты-первокурсники приходят и слушают угловские чтения. Мы разработали свою особую методику, которая отличается от других проектов угловских чтений. Потому что вы видели видео, видите слайды уникальные Карла Георгиевича. И у Карла Георгиевича, как было сказано, на кафедре анатомии создан патологоанатомический музей. Так что вы можете не только сегодня такие слайды увидеть, но прийти с группами, своим другим одноклассникам или одногруппникам, которые сегодня не были, сказать, чтобы они пришли, посмотрели экспонаты этого музея. 5 июля 2018 года, в этом году, в этом музее мы провели лекцию для школьников нашего города. И я хочу вам прочитать некоторые эссе, где те, которые посетили музей и увидели экспонаты, сделали выбор, они поделились своими впечатлениями. Послушайте. Дело в том, что среди школьников были два москвича, два мальчика, которые живут в Москве. И один из них что он написал. Меня зовут Артем, мне 15 лет, учусь в Москве. Сегодня я снова услышал о вреде алкоголя и табачных изделий. И не впервые я сказал себе, что никогда, ни при каких условиях не буду все это употреблять. Более того, как Карл Георгиевич, буду пропагандировать и распространять все то, что я сегодня увидел и узнал о вреде любых веществ, алкоголя, табачных изделий. Сам я вырос в неблагоприятной семье. Отец пил, и мама его бросила. Я видел все, что происходило в семье, и никогда не буду ставить это в пример своим детям и близких мне людей, друзей. А школьница 33-й школы, ей тоже 15 лет, что она написала. На данной лекции я узнала еще больше о вреде курения и алкогольных изделий.
Я всегда себя спрашивала, буду ли я пить или курить. После услышанного я однозначно решила, что мой ответ – нет. Смотря на фотографии людей, умерших от болезней, вызванных от вредных привычек, ты понимаешь, что это очень молодые люди, у которых было будущее. А их жизнь оборвалась из-за выпитого стакана пива и пачки сигарет. Раньше я думала, что это естественный отбор, но поняла, что люди сами убивают себя и своих же детей. А вот что написали взрослые люди. Сегодня мне посчастливилось присутствовать на лекции Карла Георгиевича Башарина. Пришла к выводу, что мы должны посещать лекции с нашими детьми. Я сама не пью, не курю и, как говорится, не собираюсь, потому что мне очень важно здоровье моих потомков. Нам, якутянам, россиянам и всему человечеству очень отрадно, что у нас есть такие люди, как Карл Георгиевич Башарин, пропагандирующие трезвость, здоровый образ жизни. Именно они вселяют нам надежду на долгое, светлое будущее. Меня зовут Тимофеева Айтиля Анатольевна, замужем, муж не пьет, не курит, имею 3 детей. И я знаю, что здоровая нация начинается с меня. Вот посмотрите, как хорошо она заключила свое эссе. И вы тоже, так же, как Айтиля Анатольевна, которая нынче поступила к нам в институт в аспирантуру, она учительница якутского языка и литературы, окончила наш университет, работает в Нюрбе, и нынче вот поступила в аспирантуру. Вот как она хорошо сказала: я знаю, что здоровая нация начинается с меня, то есть трезвого человека. Так же ведь, правда? Вот такой же выбор должны сделать вы. Или вот еще одно эссе, тоже педагога, взрослого человека. Я очень рада, что посетила данную лекцию и узнала еще больше об этом великом человеке Федоре Григорьевиче Углове. Хотелось бы, чтобы каждый человек хотя бы чуть постарался быть похожим на него. Мне было очень сложно видеть, очень сложно смотреть на виды патологий младенцев, развитых в результате алкогольной зависимости, так как я сама родилась с врожденной аномалией плода, попросту говоря, с волчьей пастью. Наличие этой болезни – это вечный дискомфорт при самых обычных вроде бы вещах: глотать, кушать, дышать и говорить. Но мне очень крупно повезло с родными, и меня прооперировали. Меня оперировал тоже великий человек, профессор Виссарионов. Конечно, было много боли, множество пролитых слез, и я, работая с детьми, хочу избежать такой ситуации, какая была у меня. Благодаря ему я сумела поступить в общеобразовательную школу, успешно окончила и поступила в Северо-Восточный федеральный университет на желаемую специальность. У меня 2 замечательных детей и любимый муж. Сейчас я работаю. Я счастливый человек. Так, дорогие студенты, мы надеемся, что вы так же, как вот те, кто сделали правильный выбор, выбор трезвости, вы сегодня тоже сделаете вот такой выбор и будете нашими соратниками. Спасибо за внимание. Спасибо. А теперь я предлагаю посмотреть мое выступление на площади Нахимова в Севастополе. Пожалуйста. Душа. И вот такие угловские чтения прошли по всей стране, в том числе здесь у вас в Якутии. И вот Карл Георгиевич
Георгиевич Пашарин, конечно, наш мощнейший соратник. Трудно после него всегда выступать, очень трудно. Вот. Лучше перед ним выступать. И я вот, все-таки мы сегодня его тоже будем чествовать. Я бы хотел два слова про него сказать. Нас пригласили на международную конференцию в город Анады, на Чукотку. Она была посвящена противодействию наркотикам на Крайнем Севере. На эту конференцию мы выслали свои тезисы докладов. Эти тезисы докладов напечатали. Но когда приехало руководство госнаркоконтроля, старое бывшее руководство, и когда оно прочитало мои тезисы доклада, приказали срочно из сборника вырезать и сжечь. То есть доклад Жданова вырезали, сожгли, вот, а всем раздали доклад без этих страниц. И я, когда прилетел в составе большой группы профессоров, они сказали: нет, Жданов выступать у нас не будет. То есть мы против того. Это было буквально 3 года назад. Но все возмутились, как так вроде. Ну вот мы его из программы, мы его там где-то забыли, не включили. В общем, дурака валяют, чтобы мне слова не давали. Все тогда сказали: мы тогда тоже не будем выступать. Ну ладно, дадим. Но только 10 минут. Ну что за 10 минут можно рассказать об этой серьезнейшей проблеме? Ну я вышел и сказал, что вообще проблема наркотиков страшная проблема. Но начинается эта проблема не с наркотиков, которые колятся наркоманам, а проблема начинается с первой сигареты, которую ребенок выкурил, с первой рюмки, которую ребенок употребил. Этот президиум аж весь перекорежило, когда я начал про алкоголь и табак говорить. Они сразу: хватит, нам тут нотации, лекции читать, хватит, время у вас вышло. Ну, в общем, скомкал я выступление и сел. И объявляю: следующий профессор Пашарин, доктор медицинских наук, а Карл Георгиевич, как всегда, в шапочке, в белом халате, идет на трибуну, зал сразу захлопал. Он вышел и своим громогласным голосом заявил: я хотел бы возразить профессору Жданову. Весь президиум сразу: о, сейчас он ему врежет, так сказать, ага. Вы абсолютно не правы, Владимир Георгиевич, утверждая, что наркомания начинается с первой выпитой рюмки и с первой выкуренной сигареты. Эти еще более приободрились. Наркомания начинается с первой рюмки и с первой сигареты, которую ребенок увидел в руках у своих родителей. И сел. Я вспоминаю, как мы радовались на столетии Федора Григорьевича Углова в Таврическом дворце, в этом историческом здании. Прошло чествование. Надо сказать, что меня тоже там до трибуны не пустили, но там великолепно от нас, от трезвых людей, как раз выступил Карл Георгиевич, прочитал стихи о русском языке, о русском человеке. Ну, все-таки я во многом завидую вам, молодым студентам, что если у вас здесь в Якутске вот такие профессора, как Карл Георгиевич, ну, о себе я тоже завидую, потому что действительно по жизни Федор Григорьевич Углов был моим учителем, великим учителем, был моим старшим товарищем, а в общем-то я согласен с Александром Николаевичем Буйровым, он мне заменил и рано ушедшего моего отца. Память о Федоре Григорьевиче, этом великом человеке. Вы знаете, это человек, который спас наш народ от уничтожения. Вот у индейцев в Америке не оказалось углов, и индейцев уничтожили алкоголем, смели с лица земли. А у нас с вами оказался такой человек, как Углов. Он поднял знамя борьбы за трезвость, поднял его высоко, с высочайших научных, гражданских, патриотических позиций. Это знамя подхватили мы, его ученики и соратники. И я уверен, все равно мы эту сволочь и мы эту гадость победим. Спасибо вам большое. Вы слушали выступление любимого ученика Углова Владимира Георгиевича Жданова. Он, значит, известный в мире саблеволог, все его знают, так?
Вот. Я его пригласил в 2009 году вот сюда, в культурный центр. Мы проводили первые угловские чтения. Он приехал вместе с президентом Международной академии Маюровым Александром Николаевичем. Вот. Теперь прослушайте мое выступление на площади Нахимова. Алеша, давай. Карл Башарин, профессор Северо-Восточного федерального университета, вице-президент Международной академии трезвости. Я, как врач-патологоанатом и автор учебного пособия «Алкоголь – коварный разрушитель организма», основанный на многолетнем изучении патологических изменений в органах умерших от алкоголя людей, призываю вас полностью отказаться от вредных привычек от употребления алкогольных изделий, так как это сделал 17-летний юноша Борис Карташ, написавший замечательное стихотворение «Очнись, великая Россия! Очнись, великая Россия! Из пьяных четверенек встань! Довольно алчным хамам змея платить чудовищную дань! Быть или пить — всего два слова, но в них душою мы горим. Вот наша Поля Куликова, вот где до Русь мы постоим. Если хочешь ты отчизне хмельные путы разорвать, вернуть народ свой трезвой жизни, будь трезвым ты, стань нашу рать. Будьте трезвыми, чтобы стать творцами своей достойной жизни и истории страны. Спасибо! Итак, мы подошли к концу. Я хотел бы, чтобы вы действительно, как сказала Зоя Константиновна, приняли решение сегодняшнего дня вести трезвый здоровый образ жизни и пропагандировали все это дело. А в заключение я прочту вам... Тихо, тихо, не выходите, не выходите. Немного осталось. Чего вы торопитесь? Итак, гимн России, прошу, Якутии, Республики Саха-Якутия, встаньте. Якутия, ты светом зари, к добру и счастью всех нас зовешь. Алмазной радугой ты горишь, и нас к победам грядущим ведешь. Цвети и крепни, родная земля, расти и славься, Якутия. Краса и гордость России ты всей, тебя раздольней нет и щедрей. Привольно лето наше течет, водой живой до края полна. Она согласие и силу несет, дарует мир всем народам она. Цвети и крепни, родная земля, расти и славься, Якутия. Краса и гордость России ты всей, тебя раздольней нет и щедрей. Земля Саха, святыни твои, с вершин веков напутствует нас. Мы путь продолжили предков своих, и с честью исполним мы их наказ. Цвети и крепни, родная земля, расти и славься, Якутия. Краса и гордость России ты всей, тебя раздольней нет и щедрей. Да здравствует Россия, да здравствует Якутия, да здравствует Северо-Восточный федеральный университет, да здравствует трезвый! Ура! Спасибо за внимание. Все, на этом мы заканчиваем. До свидания.